Компания Амобайл продолжает развивать проекты, направленные на сохранение абхазского языка, и сегодня делает шаг, который давно ожидало молодое поколение и их родители. Представлено первое в Абхазии мобильное приложение такого формата – обучающая игра Анбан. Мы уже давно поддерживаем проекты, которые направлены на развитие языка, озвучиваем мультсериалы, аниме, записываем аудиосказки на абхазском. Сегодня новый этап этой работы, и мы с гордостью представляем наш новый проект, мобильное приложение Анбан для детей от 3-5 лет. Это совершенно новое, то, чего еще не было в Абхазии, образовательное приложение для детей всех возрастов и даже для взрослых, которые держат в себе ребенка до сих пор. Анбан объединяет 10 интерактивных мини-игр. Собери букву, собери слово, разукрашка, математическая игра. Каждая помогает ребенку развивать речь, воображение, память и базовые навыки счета. Так обучение становится легким, веселым и естественным для детей от 3 лет. Анбан – это первое крупное сотрудничество компании Амобайл с автором и разработчиком приложением Давидом Каява. Именно он собрал команду специалистов, художников, аниматоров, музыкантов и реализовал проект от идеи до полноценной образовательной платформы. Стали искать идеи для дальнейших наших приложений, разработок. И пришла идея создать что-то простое, легкое и использовать для общества. Так появилась идея обучающей игры для детей с уклоном в абхазский язык. Эта идея не сразу сформировалась, то есть мы думали, какие игры будут подходить в качестве примеров. И как-то в интернете нашел игру, название не вспомню, но ее особенность была в том, что в игре был персонаж, который помогал ребенку учить английские буквы. Это был львенок небольшой. Он общался, взаимодействовал с игроком, и мне эта идея так понравилась, что мне захотелось, чтобы и в нашем проекте был некий персонаж, который смог бы также вести ребенка через процесс обучения. Руководство IT-школы STEM-Lab поддержало идею создания развивающего приложения Анбан, увидев в нем потенциал для популяризации абхазского языка среди детей и повышения интереса к изучению родной культуры. Что касается абхазского языка, естественно, это уже настолько острая проблема, об этом говорят наши ученые-лингвисты. На самом деле, если ничего не предпринимать и оставить все как есть, то говорят о том, что через 50 лет абхазского языка не станет. В принципе, мы уже в списке ЮНЕСКО исчезающих языков. Поэтому очевидно, что надо подходить какими-то новыми методиками, да, к изучению. И в этом смысле образовательные платформы, они сейчас EdTech называются. Это, очевидно, очень важная вещь, которую надо поддерживать, и это надо делать, такую работу надо масштабировать. Особую атмосферу играм придает оригинальная музыка, созданная специально для проекта молодым абхазским композитором Тимуром Агарба. Главный герой игры – мальчик Таташ, знаком уже многим по стаканчикам, кофе и фирменному мерчу компании. Его озвучил Нарт Тыркба. Теперь он оживает на экране, чтобы стать проводником ребенка в удивительный мир родного языка. Я знал, что за проект, мне мама сказала. Я согласился, чтобы помогать детям. Дети должны разговаривать на своем языке, чтобы дальше еще их дети тоже разговаривали, чтобы наш абхазский язык не терялся. Я озвучивал персонажа Таташ, и это было не так легко. 514 слов я озвучивал, даже больше. Приложение идеально подходит как для детей, которые только начинают свое знакомство с абхазским языком, так и для тех, кто хочет закрепить уже имеющиеся знания.
Анбан – это не просто развлечение. Это новая глава в цифровом обучении на абхазском языке и первый проект такого масштаба, созданный для того, чтобы родная речь звучала ярко, современно и доступно каждому ребенку. Приложение Анбан уже доступно для скачивания на всех популярных мобильных платформах App Store и Google Play. Гунда Шоуа, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.